участниками боевых действий. Говорят бойцы одного из элитных подразделений грузинской армии, подготовленных американскими инструкторами. Это подразделение дислоцировалось около селения Эрет, и его солдаты участвовали в боях в районе сел Дменис и Сарабук. Здесь была позиционная война, и вернее сказать, ночная война, так как обстрелы начинались в основном ночью. И бывало такое, что не привидится даже в кошмарном сне. Однако мы ни на сантиметр не уступили наших позиций. Хотя противник был многочисленнее нас и лучше вооружен. У осетин были и приборы ночного видения, что дает преимущество в ночном бою. Однако попытки противника найти слабое место в нашей обороне заканчивались ничем. После ночных боев противник просил нас прекратить огонь, чтобы мог забрать раненых и убитых. Наши бойцы привыкли к стрельбе на учебных полигонах, но одно дело, когда противник условный, а другое дело, когда происходит настоящая жестокая война. Для большинства из нас это была первая война. Нам противостоял сильный, обученный противник. Но мы выдержали экзамен. Действительно, учеба это одно, а война совсем другое. Там стоит неподвижная мишень, а тут ты сам мишень, по которой стреляют и стреляют сильно. Наш президент сказал, что наше подразделение самое сильное на Кавказе, и противник это почувствовал. В течение 2 дней нас просто бешено атаковали, и на исходе 2-го дня мы сами вышли из окопов. В этот день погибли наши парни. В тот день был ужасный дождь, ветер, туман, но мы ждали противника и были подготовлены. Тогда осетины потеряли 40 человек, не знаю, убитыми или ранеными. Потом мы сказали им: на сегодня хватит воевать, идите отдыхать. Не могу понять, откуда у них такое войско. Они все, наверное, специально подготовленные. Во время атак они очень метко стреляли в цель, а мины попадали точно в наши окопы, и это с расстояния в 1,5 километра. Иногда их бойцы подбирались прямо к нашим окопам и забрасывали нас гранатами. Так погиб наш товарищ Думеня, который закрыл с собой гранату, которая попала в окоп. И потом эти их переговоры с помощью автоматных очередей. Они таким образом разговаривали на азбуке Морзе. Стреляли из автомата, и у них получались отдельные слова. Не могу понять, где они этому научились. У осетинских бойцов был и свой пароль, и мы уже знали, когда начнется атака. Например, прозвучит 2 одиночных выстрела, и мы уже знали, что пора лезть в окопы. Или бой идет минут 20, и вдруг видим 3 трассера, уже знаем, что они отходят. Теперь можно будет отдохнуть. Подготовлены они были на высочайшем уровне. Самая критическая ситуация была, когда на нас напали в 9 вечера, и атака продолжалась до 3 часов дня. Конечно, тогда они не смогли прорвать нашу оборону, но было очень тяжело. Было видно, что они все профессионалы. Когда после столкновений мы выходили на место боев, то никогда не находили убитых, так как они их быстро уносили. Такая у противника тактика. Это еще раз говорит о том, что против нас действовали настоящие специалисты, но и мы хорошо подготовлены. Иногда, чтобы вынести раненых, нам приходилось забирать их на БМП и БТРах. Было много раненых, были и убитые. Было нелегко. В одном из фильмов про Великую Отечественную войну есть песня, где есть слова «Последний бой, он трудный самый». А здесь самым трудным был первый бой. Это первая кровь, первая смерть рядом стоящего. Не каждый это выдержит. Это была позиционная война. Мы воевали за позиции. Не дай бог, чтобы было продолжение. Пускай теперь все закончится.
Как видно из этих рассказов, у грузинских солдат, в отличие от грузинских политиков, нет иллюзий о легком решении осетинского вопроса.